Ассаламу алейкум, друзья! Вас приветствует Чечен-синдром. В этом видео мне хотелось бы вам зачитать отрывок из книги Мусы Гешаева «Знаменитые чеченцы». Глава из книги, посвященная Махмуду Эсамбаеву, под названием «Махмуд». Как много в этом слове. Я с Махмудом прогуливался по ночному Грозному, его любимому городу. Это был один из самых зеленых и красивых городов Северного Кавказа. Особенно ярким был его центр, залитый огнями, утопающий в зелени и цветах. Все проспекты были обсажены деревьями, придававшими ночи притягательную таинственность. Приезжая домой после многомесячных гастролей, Махмуд любил пройтись по центральному проспекту Грозного. Мы шли с ним и говорили, как всегда, о работе и будущих гастролях. Прохожие улыбались, узнавая Самбаева, останавливались и смотрели нам вслед. Для грозненцев Махмуд был почетным гостем. Вдруг видим, навстречу идет секретарь Чечено-Ингушского обкома партии, с именем которого был связан беспредел, творимый в Чечне. Этот человек имел в республике неограниченную власть. По его указанию могли кого угодно снять с любой должности, арестовать или упрятать в психушку. Поравнявшись с нами, он остановился и, натянуто улыбнувшись, сказал: «Здравствуй, Махмуд Али Султанович. Вы знаете, что сегодня праздник?» «Какой праздник?» — недоумевающе спросил Махмуд. «Что, еще не знаете? Убили Хасуху Магомадова. Дай бог, чтобы на его месте оказались вы», — не задумываясь, выпалил Махмуд. «Вы что-то не поняли. Он же абрек, то есть бандит. Тогда тем более я бы хотел, чтобы вы заняли его место», — повторил невозмутимо Махмуд. Секретарь обкома сверкнул на него глазами, будто говоря: «Ну, смотри, ты дорого заплатишь за эти слова». И, резко повернувшись, ушел. Я был шокирован, думал, все, конец Махмуду. Но, видимо, с разной высоты мы смотрели на дело в Грозном. Если я мог охватить лишь Северный Кавказ, то горизонты Махмуда были безграничны. А с такой высоты, стоявший перед нами гроза всех жителей республики, казался не больше мушки. Махмуд, естественно, знал, как ненавидит у нас этого выскочку, поэтому так резко и говорил с ним. Мне же казалось, что моему старшему другу теперь не сдобровать, несмотря на его громкую славу. «А кто такой этот Хасуха?» — спросил меня Махмуд. «Ты что, даже не знал, о ком речь?» — обрушился я на него. «Откуда мне знать? Я давно искал подходящий момент, чтобы его поставить на место». Хасуха, 70-летний старик, скрывавшийся в лесу почти 40 лет, с тех пор, как всех нас отсюда выселили. Это последний абрек. Уже тяжело больной, понимая, что умирает, он пришел на кладбище, в село Асланбека-Шерипова, в Шатойском районе. Хотел подготовить себе могилу. Там его и убили. Махмуд некоторое время молчал, затем достал платок и вытер слезы. Настроение вечер были испорчены. Так переживал гибель незнакомого ему старого чеченца человек, покоривший своим искусством весь мир. Это Махмуд, которого я знаю именно таким, полным достоинства и чутким к чужому горю. Махмуд Эсамбаев, которого мировая пресса называла гений танца. А на этом все, друзья. С вами был Чечен-синдром. Всем мира и добра и до новых встреч.